Всем привет-привет! Мы сегодня решили сходить в крепость Фридрихсбург. Но увидели, что куда-то стоит гигантская очередь, просто гигантская. Вот такая. И вон туда она идет вперед. И не знаю вообще, сможем ли мы в крепость попасть, но там какой-то концерт. Что происходит? Вот крепость, но к ней пройти невозможно. Скажите, а что происходит? Я не поняла, почему вот это вот несвободный вход и какая-то это... Концерт? А что происходит? А какой? Праздник колбасы. Так, праздник длинной колбасы. Фридрихсбургские ворота. Театрализованное шествие. Открытие праздника в 12. И мы, главное, к этому времени сюда и пришли. Но мы этого не знали. В 12:37. Подъем флага сказочного королевства на башне городских ворот. Так, значит, мы, наверное... Давай другой раз. В другой раз, да. Просто столько народу мы никогда здесь не видели, конечно. На празднике колбасы. Так что мы вот тут тоже, видите, какая очередь с той стороны. Тоже много народу. Очень много людей собралось. А вот лошадка. Красивая лошадка, коричневая. Такая смешная. Симпатичная. Вот, а мы не пойдем, конечно, не пойдем. Куда нам? В эту крепость. Если такая очередь, нам не попасть. Район тут такой, мы недалеко от музея Мирового океана, просто с другой стороны. Но это такая улица портовая, тут эстакадный мост и очень сложное движение на самом-то деле. А здесь огромный авторынок, да. Авторынок и дальше ярмарка. Вот. Вот так это все выглядит. Все такое прям техническое. А портовая улица, потому что рядом порт. Все очень просто, корабли и порт. Вот. Мы пошли дальше куда-нибудь. Вот у нас эстакадный мост. Вот такой вид отсюда открывается прекрасный. Там корабли стоят. Вот самолетик Мирового океана, музей Мирового океана. Вот такой вот прекрасный вид. А мы пошли. Вот прям у нас технологическая прогулка по мосту. Да, практически башня, только мост. И он такой страшный. Так тут страшно идти. Все ржавое. Вот мы идем мимо машинки. А там кораблики стоят. Это порт. Поэтому улица портовая. Вот. И мы идем цепочкой. Гуськом. Видел? Залатанные места есть. Что они уже в некоторых местах проржавели эти. И это. Мы так идем. Вот. Такой вид тут открывается. Наверняка ветер в камеру. Если что, не обижайтесь за ветер. Потому что мы пока не устранили проблему. В прошлый раз, когда попробовали губку прилепить, тут похуже стало. Так, все. Вот мы на асфальт переходим, но это все равно еще мост. И вот так мы идем. Гуляем по Калининграду. Только мы попали в зону такого движения прям. А тут вот пруд, канал. И видите, какие штуки от старого моста, видимо. А вот теперь над нами едет поезд. Слышите поезд? И этот поезд, когда едет, нужно обязательно трясти кошельком. Когда ты трясешь кошельком под мостом, где едет поезд, то это значит, что у тебя будут деньги. Есть такая примета. Вот. А мы как раз попали в момент, когда эту примету можно осуществлять. Все. Мы выходим теперь на нормальную дорогу. Не на мост уже. Вот тут совсем рядом музей Мирового океана. Но праздник колбасы, длинной колбасы, нас никак не заинтересовал, потому что, очень много народа.
Слишком много. Мы пошли дальше. Вот мы идем в зоопарк. Решили сходить сегодня в зоопарк. Тем более, что Ольга хотела. И многие девчонки тоже. Поэтому мы решили сегодня, раз мы в крепость Фридрихсбург не попали, пойдем в зоопарк. Вот. Сейчас купим билеты. Мы тем более, что сегодня с ребеночком решили сходить. А дети любят зоопарки. И сейчас пойдем. Тут очередь собралась. Сегодня брин. Нет, я ничего не хотела сказать плохого. Сегодня день очередей. Вот на зоопарке есть очень древние старые скульптуры животных. Они здесь с самого начала. Ну, кроме льва вот этого, конечно. Тут объявление, что 1 марта будет Масленица. Вот. Адрес зоопарка. Видите, Мира 26, проспект Мира 26. Здесь кассы. Что запрещено, что можно, что нельзя. Тут представлены мероприятия какие. Сегодня 8-е. Занятия для детей. Улитка, высуни рога. Это было в 12 часов. Вот. Вот цены на зоопарк. Взрослый 300. В продаже онлайн. Детский 100. Студенческий 100. Льготный 100. Многодетные родители 100. Военнослужащие 100. Экскурсионный. Абонементы. Детские тележки на прокат. Инвалиды. И наименование дней недели. Суббота. Показательное кормление в 13:30. Сколько время, Вов? Скажи, пожалуйста. 13:18. Через 12 минут будет показательное кормление рыб в аквариуме и бурых и гималайских медведей. Мы пойдем что смотреть? Медведей смотреть, а рыб не будем, да? Ну хорошо, договорились. А вот сейчас пойдем уже. Сейчас дойдет очередь. Сегодня показательное кормление медведей, сынок. Я знаю. Будешь смотреть? Вот, хорошо. Так, Владимир Николаевич, нужно указать, что, да, что у нас ребенок. Ему 13, у меня есть паспорт. Здесь еще буклеты. Мы сейчас сначала сразу же побежим к медведям на кормление, а потом уже все остальное покажем. Да. А детские это до какого возраста? До 18. А, до 18? Все хорошо. Сейчас будем покупать. Ты еще ребенок. Я всегда знала это. Мне очень нравятся тут билетики. Они всегда с разными животными. Такие красивые. Я не знаю, какой раз я иду в зоопарк. Наверное, в миллионный. Спасибо. Сейчас пройдемте. Здравствуйте. Так, билетики не накидываем. Вы захотите покушать, они нужны. Вы что, покушали обратно? Спасибо. Так, давай. Я хочу показать, как билеты выглядят. Вот тут и павлин, и волк, вот и зебру нам показали. А вот здесь живут еноты. Но нам, конечно, надо бежать сейчас пока что к медведям. Но вот смотрите, какие они хорошенькие енотики. Да, через 10 минут. Но мы как раз 10 минут до туда идти будем. Очень люблю енотов. Вот такая у них жизнь. Все обустроено. И они очень, конечно, симпатичные. Еноты здесь живут припеваючи. Я вам так скажу. Я на инстаграм зоопарка подписана. И они живут хорошо. А вот обезьяна недавно болела. И даже делали, по-моему, операцию. Но сейчас с обезьяном все в порядке. С большим обезьяном-орангутаном. Вообще, я всегда в курсе событий, потому что я подписана на инстаграм, а у них все новости сразу же
рассказываются в Инстаграме. Ну что, пойдемте к медведям, а потом все остальное покажем, посмотрим. Я думаю, что здесь сегодня будет ролик у нас из нескольких частей состоять, потому что зоопарк в Калининграде один из самых красивых в мире. Ой, в мире. В мире нет. В России, извиняюсь. В России. Он старый, немецкий, у него красивая архитектура. Он выглядит вот прям очень загадочно. Вот видите, здесь вот так все выглядит. Это то место, где не ходят люди, но очень много прям таких мест мистических, я бы сказала, в зоопарке. Это мост, он тоже старый, тоже немецкий. Вот. Там вот уже животные, там тюлени. И мы сейчас идем, вот как раз поворачиваем сразу на медведей, чтобы показать вам кормление медведей. Вот. Тут вот пейзаж просто, конечно, потрясающий. Тут у нас всегда ландшафтный дизайн в зоопарке. Вот здесь информационное табло стоит. Все обязательно, всегда вся информация, все сделано, все. Как бы работает зоопарк у нас из 5 баллов на 5. Один из самых лучших в России, это правда. И огромный, он большой. У него куча разных там лесенок, мостиков и всего-всего. И даже зимой он выглядит потрясающе. Но то, что творится здесь весной, как тут цветут магнолии, это вообще такой аромат стоит. Именно цветов. Все в цветах, цветах, цветах. Яблони, магнолии, вишня, сакура. Вообще тут просто высажены травянистые цветы. Куча всего. И зоопарк, он потрясает многих туристов. Все говорят, что это самый лучший в мире зоопарк, даже не в России. Вот. Вот плавает Чуня. Котики, да. Чуня. Чучуня плавает. Вот мы тут пока идем к медведям, покажем вам морских котиков. Вот они к нам плывут как раз. Вот он, вышел. Красавчик. Вот они плавают такие смешные. Тут мячик у них. Вон он под водой плывет. Хоп. Так, ну что, пойдемте на кормление медведей. Мы так сейчас будем идти, потому что здесь в зоопарке очень насыщенная жизнь, очень много впечатлений. И мы идем, вроде как, да, хочется уже дойти, а мы все время останавливаемся. О, хорошенький. Очень милые животные. Нам нужно пройти. Вот тут прям, видите, так все сделано красиво. Тут что-то раскопки идут какие-то, меняют плитку. А вот это растение, оно всегда зеленое. Вот видите, у него уже листочки пошли. И оно так покрывается мелкими листочками и ягодками вот этими. И я не знаю никогда, как называется оно, но вот такое редкое растение здесь растет. Лодочка для деток. Мы потом все это посмотрим. Там моржи еще, львы морские вроде бы есть. Но нам надо сначала на медведей сходить. Раз уж мы попали так вовремя. Потому что иначе мы не успеем дойти. Вот. Так. Уже почти пришли. Здесь обычно сверху смотрят на львов и тигров. Вот тут тоже такие вот волчьи ягоды растут. Я даже запыхалась. Тут столько лесенок, горочек всяких. И надо... Да, тайных троп. И надо физкультурные данные хорошие иметь, чтобы бегать по этому всему великолепию.
Люди собрались, вон медведики. Медведи у нас очень хорошие. Они некоторые прям как из цирка умеют все делать. Такие смешные бурые медведи. Вот здесь ларечек с игрушками. Вот такой ларечек. Тут куклы есть. Куклы-русалочки. Вот. И вот такие вертушки. Детям они очень нравятся. А там магнитики с изображением зоопарка. Вот такие вот. Есть недорогие совсем, есть подороже. Кстати, по 100 рублей. Вот. Что? Не услышала я. Все. Медведь здесь очень близко как бы находится, будто бы прям рядом с тобой. Вот. Сейчас толпу как-то попробую обойти, чтобы показывать. Все, уже все. Сколько времени? 13:28. Алена, снимай. Мишечка. Миша медведь. Шишки цепляют. Как раз время 13:30. И сейчас Мишу будут... Он куда-то спрятался. Медведя можно? 15 лет медведю. Ура! Подарок Мише принесли. Надо было дать, да? Орехи, яблоки, изюм, сказали. Миша медведь. Двоих потом покормим. Конфетку у нас. Конечно. Вот так. Тут такая вот небольшая решеточка и все. Мы прямо рядом с медведем находимся. Несмотря на свои принадлежности к хищникам, бурые медведи являются всеядными животными. И в зоопарках их кормят, конечно же, и мясом, и рыбой, и также им дают и молоко, и творог, и, как я уже сказала, на десерт дают им и орехи, и ягоды, и варят медведям кашу. И в эту кашу добавляют варенье и даже мед. Вот он идет. Сейчас нюхает. Также разнообразно. От сезона. Весной приходит, что медведи могут попадать на крупных копытных животных. Совсем все плохо, что они нападают и на домашний скот. Ну, а по мере Он не скрывает. они используют и растительные корма. Мама, ты Питаются молодыми крупными побегами. Опа, сел. Кушает. Ну он попу, что попу фоткать? Миша кушает. Ай, фотка. Да, Мишка, да? Если покажем, какая. Надо мам было фотографировать. Попка толстая у него. Встал бы ко мне.
Некуда. Ну так смотри. На данный момент. И животные Очень интересно посмотреть, как он шочек. Где Вова? в зоопарке у них такой возможность. Будем мам фоткать. Поэтому И мне балансировано. И поэтому да, я думаю, как только медведи, очень Вот. Да, животных подкармливать нельзя. Аня. Фантик, где Фантик? Вот Но, пожалуйста, не делайте этого. Это не лучший подарок для животных. Лучше, если хотите накормить животных, то можно оставлять специальных ящиков на входах какие-то подарки. Да? Такой хоть симпатичный, да? Где Вова-то у меня? Дали, нет, там не раскладывают яблоки, морковку везде, и Мишка ходит, ищет и не кушает. Сейчас, я думаю, съест, они ему вылазят. Просто возникают проблемы с желудочной кишечной, что он ест. Ну да, он же задом к нам повернулся специально, чтобы мы у него не сперли подарок. Это же медведь. На сегодняшний день в коллекции Калининградского зоопарка содержится 3 вида медведей. Это бурые медведи, вот сейчас Фима перед вами. Также у нас еще есть барибалы и гималайский медведь. И вы их можете увидеть в вольерах за ручьем, то есть надо спуститься, перейти ручей и подняться на другой берег. И там 3 вольера. У нас там бурая медведица Настя, потом барибалы и гималайская медведица. А в этом вольере остались только 2 бурых медведя, перед вами Фима. Это наш самец. Поставили ему сегодня, сегодня, 4 февраля ему 15 лет. Его зовут Фима. Ну, он мальчик, естественно. Видите, мой маленький кушает ребенок. Малыш. Всего 15 годиков ему. изображаются в народном фольклоре такими увольнями, простачками, добродушными, безобидными товарищами. Кошерстка у него прям на солнышке светится. Выносливое и сильное животное. Медведи хорошо бегают. 150 км в час они развивают скорость. Они могут... 50 км в час мне точно от него не убежать. Если он захочет меня преследовать. Тут прям четко показано, что нельзя садить на эту штучку детей. Отсюда девочка одна упала. Да. Не отсюда именно с той же штуки. Да, да. Это их клыки и когти на мощных лапах, когти около 10 сантиметров. Мы 10 сантиметров когти. подрезаем, постригаем. И этими когтями медведи и обороняются, и роют себе... Вов, а ты что к нам не подходишь? И царапают кору деревьев по границам Вова. кормового участка. Пошли других медведей. Лапы и Пока, мистер Ми. ну и, конечно же, при помощи этих когтей они охотятся. И именно зимой в сезоне у медведицы появляются, как правило, 2, реже 4 медвежат. И они при таких габаритах этих животных медвежата По-моему, он орешки ест вместе с скорлупками. взрослого мужчины. И весят По-моему, он их не чистит. 400-500 граммов. Это маленькие, беззащитные, слепые, глухие. Но уже через 2 недели после рождения у них прорезается зуб, еще через 2 недели открываются глазки, постепенно вырастают все молочные зубки, и таким образом через 3 месяца после рождения из лобки вместе с мамой выходят такие пушистые, вполне сформировавшиеся комодики, которых мама учит всем премудрости от жизни. Она учит находить еду, какие корешки и вершки съедобные, кого из живности можно съесть и как это добыть. И часто медведицы в этом деле помогают медвежата предыдущего помета, так называемые пестуны. И
Там еще показательное кормление рыб идет сейчас. Можно было бы сходить, зря ты. Ну ладно. Так, Мише ушки прям. Куда-то он нюхает. Так, по-моему, он все съел. Миша. Приглашаю вас на показательное кормление тренинг нашей телевизии, которое состоится в 14 часов. Нет, еще не все съел. Кушает еще. И вот не знаю, как вам, кто из По-моему, он вообще не хотел никого видеть. А у пеликанов просто корм навален. Бесполезно их кормить по расписанию. Я так и не понял. Ну что уже надо было, когда он вышел, когда подарок Я открывал. начала снимать, и нет ничего, думаю, хватило памяти, я там... Ну забито опять. Пойдем? Прикольный медведь. Скоро 40, Только он очень большой. через 20 минут будет... Подружиться с ним лично никак не получится. Не, я бы не сказал, что он прям большой. Ну, большой, как хороший вес у него. Килограмм 200, мне кажется, он весит. Легко. Не меньше. Меньше? Не больше, если не больше, да. 200, мне кажется, в нем есть. Он крупнее любого мужика. Он чуть выше меня. Нет, колки-то нет, он уже на 4 лапах. А если он на ноги встанет, то он будет Да, выше я тебя правильно, гораздо. 3 метра. Высокий парень. Такой прям маленький корм. Пойдем? Прикольно Пойдемте. ест. Прогуляемся дальше. Вот так у нас в зоопарке все обустроено. Такие вот пенечки лежат, лавочки. Так везде сейчас пройдем. Нам это нужно. Там маленькие еще медведи есть, эти малайские, внизу, где через ручей, помнишь? Ну, а мы как пойдем сейчас? В какую сторону? Куда хочешь? Может, к медведям, тигра посмотрим вначале, Ну, пошлите, а потом пошлите. уже сюда вернемся. Да, хорошо. Тигр. Хорошо. Все ушли уже, медведя никто больше смотреть не хочет. Он поел, он еще даже не доел до сих пор. Вот. Ну, по крайней мере, его покормили. Показательно. Так. Тигры так близко не подпустят к людям. Да не, это что? Тигры У сможет- тигра прыжок очень серьезный. Он просто запрыгнет. У него серьезный прыжок. Очень серьезный. Это кот. Чё? То есть, вот медведь так не прыгнет. Вот здесь вообще маленькое расстояние. Очень. А тигр-то легко, он преодолеет это расстояние в один счет. Он Прыг и как- все. Он как кот прыгает. Да, конечно, он большой кот, очень большой. Он огромный кот. Но это прям кота скорее. Беседки есть, можно электронную книгу Вот тут есть послушать, беседки, посмотреть, да. послушать. Ну, давайте уже как-то... Сверху там ой. У нас солнышко светит. Сегодня прям весенний день такой. Надо как-то так показывать, чтобы камера на солнце не попадала. Вот здесь вот лавочки стоят, беседка. Если человеку хочется, он может Там олени или лоси. вот так вот посидеть. Здесь у нас вот лев ходит, и его очень хорошо отсюда видно. Вот лев лежит в уголочке. Надеюсь, что в камеру будет видно, потому что тут далеко она камера отдаляет. Нет, Владимир Николаевич, дело не в свете, а в том, что камера отдаляет, и мы хорошо видим и льва, и львицу, а камера отдаляет картинку. Ну нет, так давайте это посмотрим. Она львица-то что-то ушла куда-то, по-моему. Ну, лев Ну будет пойдемте так тигров лежать, я тогда думаю. посмотрим. Так лежать. Вот.
Там в природе суть в том, что львица охотится, а лев просто лежит. И защищает Да. потомство там и так далее. Да, поэтому мужчины с знаком зодиака Лев ведут себя примерно то же самое в личной жизни. Именно поэтому они львы по гороскопу. Они собирают вокруг себя очень много дам, которые должны им обеспечивать жизнь, а сами ничего не делают. Здесь мужчины-львы на меня сейчас не будут обижаться. Это характеристика вашего знака. Тигр позирует сегодня. Красавчик. Надеюсь, его хоть немножко будет видно. У него вот там вот ручеек бежит. Течет ручей, бежит ручей. И он лежит и греется на солнышке. Ему хорошо. Вон львица пошла. Она пошла гулять. Тут тигр, тут лев. Все у нас видно. Надеюсь, что видно на камеру. Вот вторая львица. Тут две львицы видно сейчас. Вот. И тигр. Пойдемте дальше. Там вот очень много птиц, мы сейчас покажем. Стекло посмотреть на это. Да нет, пойдемте дальше. Зоопарк очень большой, и пока его обойдешь, это очень много времени занимает обычно. Прям Вон там очень много. прикольно, я думаю. Мы сейчас, наверное, куда, Владимир Николаевич, мы пойдем? Вниз через ручей давай. Ну, пошлите вниз. Покажем тут уже в этой стороне все покажем, чтобы не возвращаться сюда. Топиром зайдем? Да, конечно, к тапирам зайдем, а как? Топиром. Это животные. Вот сейчас увидишь. Тапиры ночные животные, их активность в ночном периоде. Вот здесь, ну, немножечко пахнет. Заходим. Здесь вот травка у нас растет. Так. Часть животных на улице, что ли? А, вот они. Вот такие вот хрюшечки. Тапиры называются. Сейчас, минуточку. Одну секунду. Вот они такие тихие, спокойные. Вот. И соседняя клетка. Тут совсем близко. Чунечка. Вот такая вот хрюшечка. Эта травка растет. Травку посадили свеженькую. Им нужна свежая травка. И высаживают работники, чтобы травочка всегда зелененькая была. Нет, это такие камушки специальные. Это для растений нужно. Их в цветочки тоже кладут. Вот. Я поближе покажу, раз камера позволяет. Вот так. Можно даже вот так вот снять. Вот. Все видно. Животных не кормить, не дразнить опасно. Вот у нас носик поворачивает сразу же. Он увидел, что я камерой показываю его, и начинает нас нюхать. Вот. Довольно крупненький. Тапир бразильский, равнинный. Отряд непарнокопытные, семейство тапировые. Вот такой вот симпатяшка. А те вот там подальше легли, спят, такие довольные. 70 килограмм достигают такие. Да. Пойдемте дальше. Выходим. Вот такая штучка. Вход довольно странный для меня, если честно. Странноватым кажется немножко. Так, идем дальше. О. Что? Стекло. Пойдем к стеклу подойдем. Ребенок хочет к стеклу. То тигра? Да, вот справа. Амурский тигр, да. Вот действительно он хорошо позирует. Надеюсь, все увидят сейчас. Он говорит мяу и зевает. Теперь мяу не говорят. Ну, киська киськой. Вот реально, только большой. Пойдемте дальше. Полосатый. Большой и полосатый. Коты тоже полосатые бывают. У нас какие-то заморозки в Калининграде. Вроде вот и ни снега нет, ничего, травка зеленая. Днем солнце весеннее, но по ночам прохладно.
Так, тут у нас... Ух, какой большой. Пойдемте поближе, подойдем туда, чтобы его увидеть. Вот он, вот он, вот он. Вот так, чтобы видно было. Покажу. Красивенький. Красиво.